Из Казахстана за последние сутки вылетело в Европу уже около 10 частных рейсов. Это следует из данных сервиса FlightRadar. И это при том, что практически все аэропорты страны сейчас контролируются военными. Все говорит о том, что крысы уже признали поражение и бегут с корабля. Элиты Казахстана спасаются бегством. Также из Казахстана в Россию вылетел правительственный бизнес-джет. Кто мог покинуть страну на этом самолете, пока неизвестно. Во время вчерашних беспорядков в Казахстане пострадали 137 полицейских и 53 гражданских лица. Только в Алматы сожжено и разбито 33 спецмашины. Из них 16 полицейских, еще 7 скорых, 2 пожарных, 7 грузовиков и 1 бензовоз. Сейчас дошло уже до того, что люди забирают оружие у силовиков. Уже есть такие видеокадры. Тех, кто не переходит на сторону народа, ловят, избивают и даже берут в плен, как, например, на подступах к городу, где их перехватывают на въезде. События в крупнейшем городе Казахстана развиваются очень стремительно. Отняв гранаты и амуницию у силовиков, протестующие двинулись на площадь Республики, где расположены главные административные здания города. Там люди быстро разогнали силовиков, захватили акимат, идут стычки за бывшую резиденцию президента. Боями это назвать сложно, силовики просто убегают от толпы. Требования все те же – это новые выборы и уход клана Назарбаева. В итоге резиденция президента Казахстана в Алматы на данную минуту захвачена. Протестующие в этом городе напали на один из отделов полиции и подожгли его. Президент Токаев уже не знает, что придумать. Сегодня он уволил племянника Назарбаева с поста первого заместителя Госкомитета национальной безопасности. Его считали будущим преемником Назарбаева, но казахстанцы не останавливаются. Во-первых, клан Назарбаева большой, во-вторых, Токаев сам ставленник Назарбаева, в-третьих, народ собрался менять чиновников на представителей из народа. Ну и самое главное, Назарбаев не на скамье подсудимых. После захвата зданий администрации под удар, очевидно, могут попасть полицейские участки и оружейные магазины. В результате этого в руки попадут сотни единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Это даст народу вести борьбу на равных, а властям основания для введения в стране чрезвычайного положения и использования армии. Правда, на этом арсенал возможностей властей в этой ситуации исчерпывается. И здесь встает ряд принципиальных вопросов. Пойдет ли военное руководство на такой шаг? Смогут ли военные стрелять в людей и хватит ли воли и умения взять ситуацию под контроль? Интересно, что первым выстрелил именно Казахстан, в котором экономическая ситуация наиболее благоприятная по сравнению с остальной Средней Азией. Тут несколько причин. Во-первых, другие живут стабильно плохо, а в Казахстане негативная динамика с относительно высокого уровня. Во-вторых, Казахстан – наиболее цивилизованное государство с более широкой прослойкой среднего класса, малого бизнеса и интеллигенции. В связи с этим более либеральные нравы, которые позволили не заметить радикализацию определенной части общества. В российской партии «Яблоко» считают, что власть в Казахстане сменится дословно в течение 3 часов. Вот и все, режим пойдет в течение 3 часов. Теперь встает вопрос, а что вместо и как. Дизайн будущей архитектуры власти пока непонятен как персонально, так и системно, отметил зампред московского отделения «Яблоко», бывший кандидат в Госдуму Кирилл Гончаров. Другого мнения первый замглавы Комитета России по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Он сказал: казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране. В случае необходимости Россия готова оказать стране любую помощь невоенного характера. Удивительно, как упорно Путин поддерживает все диктаторские режимы в мире, тем более постсоветские. И это не только для того, чтобы россияне не думали, что так можно было, но и потому, что с Казахстаном связаны его имперские амбиции. С какой вообще стати наша страна должна помогать другой стране удерживать ее преступный режим? Сама казахская элита, подобно в свое время украинской, своими жадностью и презрением к трудовому народу довела Казахстан до своего Майдана.
Сейчас казахстанские госмедиа, да и российские, союзники же, активно развивают тезис, что требования протестующих носят исключительно социальный характер, и они уже удовлетворены президентом Токаевым, также отправившим в отставку собственное правительство. Однако реальность далека от фантазий технологов, и события в Жанаозене, откуда и пошли протесты, показательны. Люди хотят именно перемен, их претензии носят системный характер, и обращены они к клану Назарбаева. В самостоятельность фигуры нынешнего президента никто не верит. Главный вопрос – появятся ли в городах Казахстана лидеры протеста, которых защитит народ и которые призовут отстаивать требования о смене власти и новых выборах? И будут ли люди стоять до конца за эти требования? Пока у протестующих все получается с кажущейся легкостью. Серьезного сопротивления местные силовики им не оказывают, а где-то и вовсе переходят на их сторону. В Казахстане сейчас не просто самые масштабные протесты в истории страны, а первая в ее истории попытка революции. Вот ее основные черты. Первое. География протеста. Беспорядками охвачена значительная часть страны, в том числе крупные города, включая главный мегаполис, прошлую столицу республики Алматы. Бунтуют и на юге, в окрестностях Алматы, и на юго-западе, в Жанаозене, и на северо-западе, в Актобе. Прежние протесты в республике имели привязку к конкретному региону. Второе. Радикальные лозунги. Требование понижения цен на газ, с которого начались протесты, уже не актуально. Главными становятся политические лозунги. Это требование ухода первого президента и фактического правителя страны Нурсултана Назарбаева. Срочная отставка правительства народ не успокоила, и на второй день протеста появилось еще более радикальное требование – полная смена власти и возвращение Конституции 1993 года, которая как раз гарантировала сменяемость руководства страны. Третье. Ожесточенность протестующих. Радикальный настрой вышедших на улицы в Казахстане – это важное отличие от попытки революции в Белоруссии. Там протестующие придерживались подчеркнуто миролюбивой тактики, избегая каких-либо стычек с полицией. В Казахстане митингующие не боятся сражаться с полицейскими, жгут их автомобили, блокируют на своих машинах колонны военной техники. По ожесточенности вышедших на улицы эти события больше похожи на прошлогоднюю 10-дневную революцию в Кыргызстане. Четвертое. Вялая реакция силовиков. Полиция, судя по всему, сейчас больше симпатизирует восставшим, чем властям. Хотя на улицы вышли как минимум десятки тысяч недовольных, сообщается всего о 200 задержанных. В некоторых городах, например в Актобе, полицейские открыто встали на сторону бунтовщиков, а в Алматы протестующие избивают полицейских и устроили катание на спецтехнике военных. В Беларуси или России такое немыслимо. Пятое. Революция без лидеров. Важное отличие от успешных революций в Армении, Грузии и Украине и главная проблема для восставших казахов – это отсутствие реальной оппозиции, представленной в парламенте. Во всех трех упомянутых республиках возглавили протест и вели переговоры с властями об условиях капитуляции официальные народные избранники. В Армении для смены власти хватило даже маленькой оппозиционной фракции, которую возглавлял нынешний премьер Никол Пашинян. В Казахстане же легальных оппозиционеров, как и в России, во власти не осталось. Несогласные политики давно в тюрьмах или эмиграции. Поэтому пока не ясно, кто будет договариваться с властями об условиях сдачи, если до этого дойдет. Шестое. Слабость власти. Протестующие пользуются фактическим двоевластием в республике, напоминающим тандем Путина и Медведева в 2008-2011 годах. Нурсултан Назарбаев по разным причинам, в том числе из-за преклонного возраста, уже не обладает всей полнотой власти и сейчас хранит молчание. А его преемник Токаев не обладает авторитетом и харизмой старшего товарища по тандему и готов идти на уступки, типа скоротечной отставки правительства, которую он осуществил, и которые народом трактуются как проявление слабости. События в Казахстане показывают, что Назарбаев – это не тот первый, у которого получилось. Даже его схема со ставленником и должностью в политике в итоге, очевидно, не сработает.
Всех диктаторов ждет одна судьба, и Назарбаев с Путиным исключениями не являются.